Чё вам на РТС? С вами снова этноблогер Генрих Немчинов. Сегодня вещаю в реке Печора. Там село Брыкованск. Тут почти каждый житель рыбак. А для рыбаков очень важно знать уровень воды в реке. Особенно во время половодья, когда река может резко упасть или подняться. Я обычно как слежу за уровнем воды? Встаю утром, захожу в телефон и гуглю уровень воды в реке. На сайте нахожу ближайший населенный пункт, где меряли уровень воды, и смотрю результаты. А давайте узнаем, как меряют уровень воды в реке. Информацией поделится специалист своей области Евгений Валерьянович. Он около 20 лет каждый день, утром и вечером, следит за уровнем воды в реке. Первый вопрос к нему был весьма важный. А что, платят нормально? Сколько платят? Часто добавили, сейчас 20 выходит. Ага. А раньше я устроился, 3000 всего выходило. В обязанности Евгения Валерьяновича входит мерять уровень воды, осадки, узнать скорость течения, зимой раз в 5 дней снимать толщину льда. Это лед мерять, лед, шугу. Ну шугу у меня вон большая лежит, самодельная. А это лед мерять. Деление, видишь, все есть тут. Толщину льда. А максимум до какого доходило? Толщина? Льда? Да. До метра бывало доходит, 95, 97. Вот до метра вот до сюда. Да. Вот так вот. Ну и снег меряю, и шугу, и лед, все. Для замеров глубины реки придумали хитрое приспособление в лодку. На конец троса привязывается груз и отпускается на дно реки. Счетчик в лодке выдает метры. Так, а это лебедка якорная. Вот на нее стояла у меня 40 метров трос. Принцип замера скорости течения Евгений Валерьянович объяснил у себя в офисе. Старт. Время пошло. Вот, обороты пошли. Ну там на речке так быстро не крутится в воде. Кстати, ветром тоже крутит. Смазка нормальная. Она должна 60 секунд прокрутиться. Минуту. Бывает чуть больше там, на долю секунд несколько. Вот она показывает так вот, видишь. Показывает время, сколько прошло до отключения. 64 доли секунды. Количество сигналов 130. Сейчас обороты пойдут, сейчас переключу. Вот. 2 151 тысячных. Потом метров секунды. Она сама все пишет. 459 это 0, 459. Это меньше полметра. Снова спустимся к реке. Еще скорость течения меряют с помощью таких створ с цифрами. Но сколько бы я ни ломал голову, так и не понял, как ими пользоваться. Вернее, может и понял, но объяснить не смогу. Это специальная линейка для замера воды. Называется футшток. Белые трубы – это сваи. Их всего 12. Несколько штук находятся в реке. Каждая свая имеет свою длину. Футшток ставят на сваю, перпендикулярно глади реки. Результат, который получается на шкале, складывают с длиной сваи. Так и узнают уровень воды в реке. Термометром узнают температуру воды. Тут осадки. Осадки? Да, ну дождь. А что это вы сейчас взяли? Ну осадки был, дождь что был. Зимой снег. Растапливать надо. Так. Сливаем, смотрим, сколько осадков за ночь было. Так. 26. 26. Пишем сейчас. 26 Да, миллиметров. миллиметров. 26 миллиметров осадка за ночь. Сапоги часто рвутся. Это сейчас сапоги такие делают одноразовые. Раз надел, еще рваные уже. Голенища нету. Или на стике рвутся, или на голенищах. Чуть где-то царапнул, дырка сразу. Раньше качественные были, в советское время бродни. Одни купил и горе не знаешь. 10 лет можно носить. Сейчас мы снова в офисе. Свяжемся с главным гидрологическим постом и сообщим результаты. Также наблюдатель гидропоста иногда делает химический анализ воды. Профессия Евгения Валерьяновича очень важна для жителей Республики Коми. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
73 четверки. Да, 26081. да, 10 161. да, 20 172. да, 30 167. да. 3062. Все? Да. Жень, а слушай, вчера Таня ты мне сказала, ксерокопию до паспортных данных пускай она сделает. Ну, с отчетом послать, да? Да, и с отчетом пришлите, да, там потому что А там, всё равно- какие страницы надо? А паспорт, основную страницу и где прописка, А, две только, ну, хорошо.